народ. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Дарья Кучеренко, Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Мы начинаем уфимский разворот. Вы можете присоединяться к нашему эфиру. Номер для СМС-сообщений +7 927 304 1051. Как обычно, мы запустили трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе. Наверное, нам надо сразу оговориться. Сегодняшний наш эфир будет практически полностью посвящен прошедшему в субботу митингу. Он назывался, организаторы называли его «Митинг в защиту башкирского языка». Это массовый митинг, и мы по этой теме вызвоним экспертов, политологов и поголосуем, и послушаем выступления, аудиовыступления, и поговорим с одним из организаторов этого митинга. И ваше мнение ждем. Тема, которая была и в федеральных средствах массовой информации, я видела, что ее обсуждали. В общем, такое всколыхнуло. Для нашей республики это очень крупное событие, действительно. Скажем, не каждый день подобное увидишь. Да, и я надеюсь, что наши радиослушатели будут активны, будут свое мнение высказывать. Еще раз номер для СМС-сообщений +7 927 304 1051. Для начала я бы хотела сама немного рассказать об этом митинге и рассказать его предысторию, так сказать. Он планировался достаточно давно, говорили мы о том, что он состоится давно, и там была сложная ситуация из-за согласованности и несогласованности этого митинга. Напомню, что организация «Башкорт» подала уведомление в администрацию города о том, что хочет 16 сентября провести митинг. Администрация города сначала ответила отказом согласовать площадку, объяснив, что она будет занята, однако не уточнила, под какое мероприятие, и не предложила альтернативную площадку. В Башкорте посчитали, что таким образом акция считается согласованным, ибо власти не предоставили другую площадку. Затем появилась информация о том, что Башкорт подает еще уведомление на 24 сентября, тоже на проведение митинга, и вот там власти уже предложили альтернативную площадку. Башкорт здесь ведет себя неоднозначно, они эту историю комментировать отказываются и говорят, что не нужно про митинг 24 сентября ничего говорить, давайте все сосредоточимся на митинге 16 сентября. Позже выяснилось, что на площади у Дворца спорта, где должен был пройти этот митинг, была запланирована ярмарка. Ярмарки проходят в разных частях города, и вот там она тоже планировалась. И все говорили, что, значит, ярмарка не состоится в целях безопасности тех, кто там придет на эту ярмарку и так далее. Я честно, по своим ощущениям, как-то была уверена, что ярмарки не будет. Как-то все так об этом говорили, убежденно, что будет только митинг, не согласованный, и никакой ярмарки не будет. Но где-то за полтора часа до начала этого митинга в субботу, 16 сентября, я зашла в группу «Башкорт», где они писали сообщения о подготовке этого митинга, и увидела, что кто-то присылает фотографии с этой площади, и там ярмарка на этой площади, очень много людей. И дальше была ссылка на значит, камеры, которые установлены над этой площадью. Можно посмотреть было, что там происходит в режиме реального времени. Я открыла, посмотрела, увидела, что там огромное количество людей, огромная площадь вся заполнена, там стоят торговые ряды, там стоят большие машины, палатки, и люди реально пришли на ярмарку. И на что я обратила внимание, там стояли автозаки. По крайней мере, это было очень похоже на автозаки. Вот то, какие они есть, мы тут недалеко от ФСИН работаем, и я эти автозаки каждое утро вижу. А потом, когда я уже приехала туда, на эту площадь, я автозаков там не увидела. Зато я увидела, еще раз повторюсь, огромное количество торговых рядов и очень много людей, которые действительно пришли на ярмарку. Очень много людей. И в толпе этих людей стояли молодые люди с флагами Башкортостана, и, насколько я понимаю, они были такими проводниками на вот этот митинг Башкорта. Чтобы вы себе представляли, если вы себе представляете, площадь Дворца спорта
спорта, она такая еще, ну, как сказать, не огороженная, и там трасса, и там еще вот трамвайные пути, и все это было так, знаете, смешано. Люди ходили по трассе, тут же ехали трамваи, все как-то было не огорожено и довольно опасно. Вот мне было немного даже страшно дорогу переходить. Вот. И стояли люди с флагами, и, собственно, для того, чтобы увидеть этот митинг и попасть на митинг Башкорта, нужно было обойти всю площадь, пройти по аллейке, туда вглубь уже к самому дворцу спорта, и вот там они собирались. Их с трассы абсолютно не видно. То есть ярмарка их закрывала вообще полностью. А на этой площади к 2 часам уже стали собираться люди, достаточно много людей, была жаркая погода, был прям очень жаркий день. Полиция оцепила, ну не то чтобы она прям оцепила, как мы себе это представляем, там лентами или еще чем-то, но полиция стояла по периметру этой площади, небольшой этой площади. И люди приходили с детьми, с маленькими детьми. Были молодые пары, были взрослые люди, пенсионеры, были любопытствующие с ярмарки, кто просто подходил посмотреть, спрашивали, о чем здесь митинг, или стояли, слушали, пытались понять, и затем уходили чаще всего. В 2 часа митинг начался. Большинство выступлений были на башкирском языке, какие-то были на русском языке. Играла музыка, вот, национальная музыка на башкирском языке, ну, пели на башкирском языке, и многие даже танцевали. В общем, еще до того, как митинг начался, прям стали все, знаете, Руслан, так вот, как на концертах делают, вот так подняли руки и стали, значит, всей толпой, в общем-то, вот так вот махать руками, пританцовывать, в общем, достаточно весело было сначала все. Что еще сказать о этом митингу? Мы послушаем сейчас выступление. Кстати, давайте вот послушаем выступление. Там выступал Юнир Кутлугужин, который является руководителем регионального отделения партии КПРФ. У него, правда, должность правильно звучит, первый секретарь башкирского обкома КПРФ. Является он еще депутатом городского совета от партии КПРФ. И Юнир Галимьянович, вот насколько я помню его риторику у себя в эфирах, достаточно осторожен всегда, когда высказывается в адрес руководства региона. А тут он прям вот, честно говоря, очень был пламен в своей речи. Небольшой фрагмент из выступления Юнира Кутлугужина сейчас попросим включить. Выложил этот фрагмент. Я видела его в Фейсбуке, я взяла со страницы Наташи Кузнецовой, это корреспондент Медиакурсеть. Вот, по-видимому, кто-то снял из очевидцев и выложил на YouTube. Глава республики, который предает свой народ, должен уйти в отставку. И сегодня, когда у нас ничего не осталось, средства производства начали нападки на языки. И высказывание президента Российской Федерации в Йошкар-Оле, что родные языки могут изучаться на родном языке, тем самым он заложил опасную бомбу под российскую государственность. Хотя он критиковал Ленина, который 100 лет сделал свое дело. Сегодня под угрозой находится не только наша республика, но и вся Российская Федерация. Сегодня наша страна зависит почти целиком и полностью от Запада и Соединенных Штатов Америки. Мы должны оценивать обстановку с этой точки зрения. И сегодня не только башкирский народ страдает в нашей республике, а страдает многонациональный народ нашей республики. Тем самым, кроме русского языка, и татары, и чуваши, и марийцы будут ущемлены. И сегодня в резолюции мы должны включить за сохранение всех языков. Это Юнир Кутлугужин, руководитель регионального отделения партии КПРФ, выступал на митинге в защиту башкирского языка, как называют его организаторы. Тут Руслан меня интересуется, а была ли там сцена на митинге? Нет, сцены не было. Ну, в общем-то, там было, как бы вам объяснить? Там было, знаете,
такое возвышение, так сказать, ступеньки там были на этой площади. Но нужно себе представлять, что это прям вот на отшибе, да, проходило. Понятно, это ближе к жилым домам справа. Да, перед дворцом спорта там же есть вот это возвышение со ступеньками. И вот некоторые вот туда забирались, но в основном все стояли в центре, так сказать, этой толпы и выступали. Это был Юнир Кутулгужин, а сейчас давайте послушаем, как принималась резолюция. Понятно, что зачитывали все это очень долго. Мы послушаем самое-самое начало. Валиахмед Бадреддинов, в общем, зачитывает ее, а видео это выложил на Ютубе корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев. Спасибо ему, кстати. Участники митинга за защиту башкирского языка заявляем следующее. Родной язык любого народа – величайшая культурно-историческая ценность. Он является кладезем памяти народа, хранителем и источником его культуры, традиций, нравственности и мудрости. Если не сумеем сохранить родной язык, то исчезнет и сам народ. Сегодня в Республике Башкортостан развернута массовая кампания по проверке законности преподавания в школах башкирского языка как родного и государственного языка республики. Валиахмед Бадреддинов зачитывал резолюцию, которую приняли участники митинга в защиту башкирского языка. Мы не сказали одну очень важную вещь. Очень важную вещь. Сколько человек-то было на этом митинге? Данные разнятся, судя по всему. По моим ощущениям, было где-то 2000 человек. Я знаю, что журналисты спорят на этот счет, и организаторы тоже. «Коммерсант» вообще написал, что не менее 300 человек. Ну, тут уж, извините, как бы все накинулись на «Коммерсант». И, в общем-то, я тоже удивилась, прочитав. Ну, конечно, не 300 и, конечно, не 500, как тоже кто-то писал из журналистов. Явно речь идет о сотнях человек, и это явно больше 1000, даже 1500. И вот кто был на митингах сторонников Навального, тот себе может представлять, что людей было явно не меньше. Я ушла раньше, чем закончился митинг, и поэтому я не видела задержания, которое происходило, о котором сообщили организаторы митинга. Но у нас есть на связи Руслан Габасов, он член организации «Башкорт». Мы его уже неоднократно в эфир выводили с комментариями по митингу, и мы сейчас у него все расспросим. Руслан, доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала, вот по вашей оценке, по вашим ощущениям, сколько людей пришло на митинг в субботу? Ну, мы, по нашим оценкам, от 2 до 3,5 тысяч. А вы не вели подсчет там с помощью счетчиков как-то? Нет, к сожалению, до этого было. Понятно. Руслан, смотрите, у меня ряд вопросов к вам, и прежде чем мы перейдем к завершению этого митинга, о котором я сказала, когда уже произошло задержание, я хочу прояснить один момент. Дело в том, что в пятницу вечером портал «Медиакорсеть» опубликовал информацию о том, что состоялось судебное заседание по вашему митингу, на котором отказ администрации был признан законным. И, как пишет МКСЭД, таким образом митинг признавался несанкционированным. Вот что это за заседание, кто обращался в суд и присутствовали ли ваши представители на нем? Это заседание, вот наш организатор митинга, кто подавал заявку, он подал в суд на несогласие с властями о том, что они признали митинг незаконным, несанкционированным, или как они там формулировали, просили перенести. Вот. Без его участия провели судебное заседание, то есть его даже не вызывали, ни повестки он ничего не получал. То есть как оно вообще провели? То есть вы не знали о том, что это заседание должно состояться? Не знали, и плюс никакого решения мы не видели. А было ли заседание вообще точно известно? Не знаю. Не знаем. Понятно. А вы решили провести митинг, об этом говорили уже давно, что все равно его проведете, даже если власти его не согласуют. В конце этого митинга, как можно судить по видеозаписям и словам очевидцев, председатель организации «Башкорт» была попытка его задержания, а потом его все-таки задержали. Вот расскажите, пожалуйста, по порядку, что происходило и вот что на данный момент. Ну, вообще, за день до митинга вечером Фаилю, председателю организации «Башкорт», позвонили сотрудники правоохранительных органов, попросили встретиться для обсуждения предстоящего на следующий день митинга. То есть Фаиль Алсынов встретился с
ними. Это было руководство УВД, вот, которое отвечает за порядок. Там таким высокопоставленное достаточно начальство. И с ними было обсуждено, и сказали, что все, ребята, проводите митинг, все хорошо, то есть давайте обсудим площадку, где будет стоять, так как все-таки ярмарка будет там, поэтому нам вы дали другую площадку, ну тоже там же на Дворце спорта, только другую площадку, которую сказали, будет огорожена, вас ждать, все нормально. Ладно. На следующий день пришли, эта площадка вся оставлена машинами. Когда мы спросили у них, а что такое, ну, как бы нам начали отвечать, не знаем, это не наша машина, то есть что делать, не знаем. То есть, в итоге потом, все-таки после споров, когда мы им сказали, вы же, ребята, обещали, то есть держите свое слово. Сейчас народ придет, куда он придет. И в итоге договорились вот об этой площадке, на которой состоялся митинг. Вот. Так. В итоге выдали потом, организатору митинга выдали предписание о том, что как бы не будет допускаться там экстремистские деятельности. Но это как положено, это всегда перед митингом такое выдают. То есть это говорит о том, что митинг разрешен властями. То есть, ну, по крайней мере, что власти в курсе, что он пройдет. Что они каким-то образом обозначили свою причастность, да, к этому. Так, да. Ну все, митинг прошел. После митинга почему-то у властей появились вопросы. Появились вопросы именно к председателю организации, хотя он не является организатором митинга. Они предложили, ну и ко мне тоже подходили, давайте как поедем. Я говорю, никуда Руслан, не поеду. под властями вы кого подразумеваете? Ну, сотрудники, я имею в виду, сотрудники полиции, все-таки правоохранительные органы. Да, правоохранительные органы, то есть попытались Фаиля задержать и увезти с собой, то есть под предлогом якобы хотят, есть какие-то вопросы по митингу. Вот. Насколько я понимаю, толпа не дала задержать да, то есть он говорит, я с вами не поеду, потому что, говорит, я не являюсь организатором митинга, во-первых. То есть это вопросы нужно, если задавать, только организатору митинга. То есть, а ко мне какие вопросы? Ну, нет, и, видать, попытались силой забрать его. В итоге толпа, увидев то, что пытаются силой забрать, незаконно, то есть просто не давай это сделать. Но все было в пределах разумного, то есть грамотно, цивилизованно, никто никого не бил, то есть просто толпа встала стеной и все, не дала задержать Фаиля Алсынова. И сотрудники тоже как бы не применяли силу, и толпа тоже, то есть народ тоже действовал разумно. Руслан, ну все-таки позднее уже вот стало известно, что Фаиля Алсынова задержали уже после митинга. Да, в итоге все-таки сотрудники правоохранительных органов нашли Фаиля Алсынова и задержали, увезли в отдел. Только его или еще кого-то? Его и еще двух наших председателей филиалов. А что значит нашли? То есть где-то уже после митинга? Что? Что значит нашли? После митинга где-то на не улице? Не знаю, вот как-то нет. Ну а зачем они дома сидели? То есть, приехали туда, вызвали на улицу поговорить, ребята вышли, их оттуда всех увезли и все. В отделение, да? Силой, да. А что было в отделении? Сколько они там провели времени? Ну, где-то часа 3, наверное, были. На Алсынова Фаиля, то есть на председателя, был составлен протокол. Вот, о том, что он якобы является, ну и пытается, то есть, так как не смогли найти организатора, то есть пытается сейчас на Фаиля Алсынова повесить как организацию митинга. То есть, ну... Несогласованного, получается, что предусматривает какие-то санкции, штрафы и так далее. Штраф административный, да, там. Сейчас будем судиться. Будете судиться по поводу чего именно? По поводу составления этого протокола. Руслан, скажите, а вообще вот митинг по вашим наблюдениям прошел спокойно? Были ли какие-то нарушения, провокации вот до момента задержания? Прошел очень спокойно, то есть хорошо, на подъеме. Никаких нарушений мы не видели. Провокации вроде тоже не замечал. А вы считаете, что вот цели, вы наверняка себе ставили какие-то цели, когда планировали этот митинг провести? Вот вы цели этих добились, и что дальше? Какие-то ваши действия будут? Ну, до конца, скажем так, целей, окончательных целей, то есть еще далеко, но основное все-таки мы добились тем, что мы
разбудили башкирский народ, показали то, что действительно проблема есть, ее надо решать. К сожалению, власти сейчас будут пытаться также опять не видеть, радикализировать этот митинг, хотя на митинг пришло очень много интеллигенции, писателей, учителей, врачей. Руслан, вы заявляли митинг как митинг за то, чтобы сделать башкирский язык обязательным для обучения в школах республики. Правильно ли я понимаю, что вы будете дальше этой цели добиваться? Уже да, мы заявляли о том, что башкирский язык является государственным языком, и он обладает такими же правами, как и русский на территории Республики Башкортостан. То есть он ничем не ниже русского языка. И, соответственно, к нему должно быть такое же отношение, как и к русскому государственному языку. Он должен изучаться в равных объемах, также в обязательном порядке. Руслан, вы знаете, понятно, что ваш митинг стали комментировать очень много политологов, причем не только регионального, но и федерального масштаба. О вашем митинге вышли сюжеты и в федеральных средствах массовой информации. Вот один из политологов, Дмитрий Михальниченко, прокомментировал порталу Башмедиа ваш митинг, и он отмечает, что вы сделали его таким моноэтнокультурным и не позвали представителей других национальностей, у которых тоже есть свое мнение по поводу изучения башкирского языка. Вот можете что-то по этому поводу сказать? Была ли какая-то у вас намеренная политика звать только тех, кто является башкирами? Да, я читал комментарии. Такого именно намерения, звать только башкиры не было. Мы приглашали всех. То есть все, кто хотел, все приходили. То есть и приходили даже русские там были, которые поддерживают то, что башкирский язык является государственным языком. Поэтому у него видно в комментариях, что такая риторика немножко антимитинговская. Понятно. Руслан, у нас время заканчивается, нам нужно уходить на новости. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Это был Руслан Габасов, член организации «Башкорт», рассказывал о том, как проходил митинг 16 сентября. Мы эту тему продолжим, будем после перерыва на «Московские новости» обсуждать ее с политологами. Вы можете писать свое мнение, я вижу ваши смс-сообщения, обязательно к ним вернусь после московских и уфимских новостей. Половина восьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева пройдет сегодня в Замоскворецком суде Москвы. Стороны будут изучать доказательства гособвинения. Здесь уже успели выступить 9 из 30 заявленных прокурором свидетелей. Больше всего журналисты ждут 2 человек. Это глава Роснефти Игорь Сечин и бывший руководитель службы безопасности компании генерал ФСБ Олег Феоктистов. Когда они выступят, пока неизвестно. Улюкаева обвиняют в получении взятки в $2 миллиона от главы Роснефти, но сам он вины не признает. Митинг против насильственных действий радикалов из группировки «Серб» готовят в Москве. Заявку на согласование акции планирует подать сегодня муниципальный депутат Сергей Марков. Он сказал «Эхо», что поведение членов этой организации может привести к трагическим последствиям. Это мероприятие, поводом к его организации были самоуправные действия вандалов из радикальной организации «Серб». Они выломали, вандализировали табличку мемориальную, которая была установлена на нашем доме. Это вызвало неприятие в широких кругах людей. Стало понятно, что есть много очень желающих выразить протест против любых проявлений вандализма, экстремизма, самоуправства, пропаганды ненависти, насилия к носителям тем или иных убеждений или художественных вкусов тоже, кстати. У нас выставки они громят, эти сербисты, там мочой их поливают. Нужно провести такое мероприятие, чтобы как-то публично и громко поднять свой голос против этих хулиганов, которые совершают самоуправные и насильственные действия в городе. Марков планирует собрать митинг в центре Москвы у дома, где жил Борис Немцов. К слову, активисты «Серб» на прошлой неделе сорвали мемориальную табличку с этого здания. Правительство готово повысить акцизы на топливо в следующем году. Решение принято на бюджетных совещаниях, пишут «Ведомости». Повышение будет проходить 2 этапа по 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля, рассказали газете сразу несколько федеральных чиновников. Это существенно больше, чем предусмотрено налоговым кодексом. Таким образом, Кабинет министров получит дополнительные доходы в 55-60 миллиардов рублей, говорят чиновники. США могут закрыть свое посольство на Кубе. Это связано с акустическими атаками, которыми предположительно
подверглись американские дипломаты в конце прошлого года. Так пояснил в интервью CBS госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он сказал, что вопрос с посольством сейчас рассматривается. Тиллерсон добавил, что несколько сотрудников посольства пострадали, их пришлось вернуть домой. По данным Госдепартамента, воздействию акустических атак подверглись более 20 американцев. Врачи диагностировали у некоторых из них легкое повреждение головного мозга, вероятно, повреждение центральной нервной системы. Источник атак остается неизвестным. Власти Кубы отвергают подозрения в причастности к инцидентам. По меньшей мере, 1 человек погиб и 35 пострадали в Японии в результате удара тайфуна Талим. Он обрушился в воскресенье на западные и юго-западные префектуры страны. Тайфун привел также к нарушению транспортного сообщения. Сейчас он находится в Японском море и двигается дальше в направлении острова Хоккайдо к северу. В Москве сейчас 12 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается местами небольшой дождь, плюс 20-22. Яков Широков, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам Уфа». Цюрюхы 75. Телефон 216 11 22. По понедельникам после 14:30 в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город красивее. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валериан Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Доброе утро. На Эхе в Уфе новости, в студии Милюша Латыпова. 16 сентября в Уфе перед Дворцом спорта прошел митинг в защиту башкирского языка. Акцию организовала общественная организация «Башкорт». По их данным, выложенным в группе «Башкорт» ВКонтакте, на мероприятие пришли около 2000 человек. На митинге звучали лозунги в защиту национальных языков народов республики и требования отправить в отставку главу региона Рустема Хамитова и главного прокурора Башкортостана Андрея Назарова. Во время акции полицейские попытались задержать одного из организаторов, однако другие участники этому помешали. Как сообщается в группе ВКонтакте, позже, после митинга, 3 членов организации задержали дома и отвезли в РОВД Октябрьского района Уфы. На YouTube-канале «Башкирские новости» появились кадры задержания активистов. Как пишут в группе, полицейские составили на общественников протокол об административном правонарушении о проведении митинга и отпустили. Напомню, ранее столичная администрация предложила членам Башкорта провести митинг в защиту башкирского языка 24 сентября в Черниковке. В этот же день в Уфе прошел республиканский съезд обманутых дольщиков. Как пишет Эдель Реалия, по данным организаторов, в мероприятии участвовало более 120 делегатов, которые представляют инициативные группы дольщиков с 13 объектов незавершенного строительства. Отмечу, что 16 сентября по всей стране проходила всероссийская акция «Обманутый дольщик», однако в Уфе городские власти проводить митинг запретили. Напомню, на прошлой неделе обманутые дольщики республики в поддержку акции провели серию одиночных пикетов в Уфе и Стерлитамаке. Как пишет портал, организаторы намерены провести общереспубликанский митинг в начале октября. Между тем, правительство республики не планирует финансировать за счет средств бюджета строительство проблемных домов. Об этом сообщил председатель Госкомитета по строительству и архитектуре Халид Махмудов, пишет «Коммерсант». По словам чиновника, для завершения строительства необходимо привлечь инвесторов. По данным издания, по такой схеме власти рассчитывают решить вопрос с незавершенными проектами Миловский парк и Новобулгаково. Как пишет «Коммерсант», инвестором Миловского парка может стать компания «Амнис Групп». Объем средств, необходимых для завершения строительства всех проблемных домов в республике, Махмудов оценил в сумму около 4 миллиардов рублей. В минувшую субботу хоккейный клуб «Салават Юлаев» на своем льду обыграл московский «Спартак». Итоговый счет встречи 5-4. Следующий матч уфимцы проведут сегодня дома с Череповецкой «Северсталью». Начало встречи в 19 часов. Сегодня также в Санкт-Петербурге футбольный клуб «Уфа» встретится с «Зенитом». Начало матча в 22 часа по уфимскому времени. И о погоде. Сейчас в столице плюс 12, ясно. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 15. Милюша Латыпова, служба информации, Эхо Москвы в Уфе. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте.
продолжаем. Уфимский разворот на Эхе Москвы в Уфе. В студии Руслан Валеев. Дарья Кучеренко. Никита Полянин по-прежнему за звукорежиссерским пультом, да. Номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 10 51. Нам пишет Индира, что вы видели сами, митинг был мирный, экстремистских лозунгов не было, митингующие пришли с детьми, было настроено выражение своего мнения по вопросу языка. Все спокойно. Это Индира пишет по поводу митинга, который прошел 16 сентября на площади у Дворца спорта и собрал по данным организаторов, и я с ними здесь согласна, около 2000 человек. Ну, организаторы говорят, что даже больше. Мы про этот митинг говорили всю первую часть, и сейчас продолжим говорить. Будем вызванивать экспертов. Политологу Станиславу Шкелю будем звонить, его мнение послушаем, а потом еще Аббасу Галямову тоже позвоним и спросим его мнение по этому поводу. Что я бы еще хотела отметить по этому митингу? Руслан, а вы, кстати, читали о нем или смотрели какие-то трансляции? Я, насколько знаю, они были организованы. Да, я старался смотреть трансляции. Более того, у меня были знакомые, которые планировали приехать на митинг из дальних районов, в том числе зауральских, Башкирии. Не всем это удалось сделать. В этом смысле подготовка была серьезной. То есть люди всерьез готовились и собирали аудиторию. Политолог Станислав Шкель с нами на связи. Станислав, доброе утро. Доброе утро. Я, насколько понимаю, вы не в Уфе находились в тот момент, когда проходил митинг, но я надеюсь, что вы за уфимской повесткой следите, даже находясь в Перми. Да, конечно, я слежу. Какое у вас вообще впечатление по этому митингу сложилось? Много это или мало человек? То, сколько вышли на площадь у Дворца спорта? На мой взгляд, по уфимским меркам вполне достаточно, то есть сопоставимо с другими какими-то политическими силами, то есть, по крайней мере, в последнее время кто-то там существенно больше не собирал. То есть, на мой взгляд, в целом, я думаю, организаторы должны быть довольны. То есть, основные задачи, которые они ставили перед собой, они выполнили. По крайней мере, такие в рамках митинга. То есть, они показали, что определенные ресурсы есть, возможности мобилизации есть. В общем, то, что они определенная субъектная сила, с которой все-таки необходимо как-то тоже договариваться, я думаю, что они это продемонстрировали. С другой стороны, конечно, с очень мощным каким-то массовым митингом я бы тоже это не назвал, то есть сопоставим с другими, поэтому, на мой взгляд, собственно, сегодня власти будут перед дилеммой, как дальше действовать, то есть перед ними стоит дилемма идти на сотрудничество, либо игнорировать, либо даже репрессировать, но тут также надо понимать, что все-таки, на мой взгляд, вся эта история-то, она спровоцирована не региональной властью, а федеральной. То есть региональная власть лишь проводит эту политику. Вы высказывание Путина имеете в виду? Не только высказывание Путина, а и действия прокуратуры, и вообще этот тренд федерального центра относительно языков не только в Башкирии эти вопросы, а вообще в национальных республиках. Вы знаете, Станислав, я вчера читала много разных мнений по поводу произошедшего митинга. Понятно, что он привлек внимание и федеральных СМИ, и федеральных экспертов. И там есть такое мнение, что это может быть неким таким срежиссированным явлением, которое выгодно определенным политическим силам. У вас нет такого впечатления? Мне, честно говоря, непонятно, что значит режиссирован. Безусловно, тут ключевую роль играли политические силы, то есть лидеры национальных движений, политические действительно какие-то субъекты, которым не нравится региональная политика. То есть кто-то использует этот вопрос для просто отставки Хамитова. То есть там объединились разнородные силы, безусловно, и там есть политические лидеры, которые это делают. То есть вообще любое движение, оно не бывает без, так сказать, режиссуры. То есть обязательно есть какие-то организаторы, но это и есть политика. То есть это и есть попытка отстоять свою точку зрения, мобилизуя какие-то ресурсы. Да, этих людей мобилизовали, да, а кто-то их использует вовсе не для того, чтобы защитить язык, а просто решить какие-то политические проблемы. Но это не означает, что люди, которые туда пришли, действительно не заинтересованы в этом вопросе.
Вот вы говорите, это и есть политика, но просто мне кажется, что организаторы вам сейчас могли возразить и сказать, это вопрос типа не политический, мы просто действительно хотели сказать, что нас обижают, что башкирский такой же государственный, как русский, и нужно его учить в том же объеме в школах. Вот и все, в общем-то, без политики. Я думаю, что, вот, собственно, то есть, еще раз повторю, там есть разнородные силы. То есть для кого-то, как бы, это действительно просто вопрос языка. Для многих учителей это вообще не вопрос, даже, может, национальной идентичности, ну, вернее, не столько национальной идентичности, сколько вообще вопрос экономического выживания. То есть, ведь, на самом деле, я думаю, что вот достаточно массовым этот митинг получился еще и потому, что там вот, действительно экономический аспект очень важен. То есть, действительно, вот учителя школы, они просто рискуют остаться без работы. Это просто вопрос там, экономического выживания. Для кого-то это вообще не важно. Там, вот, допустим, кто-то использует эту проблему инструментально просто для того, чтобы решить какие-то политические вопросы. Да, это так. Да. Станислав, а вот не знаю, следили ли вы вообще за организацией Башкорт? В декабре прошлого года они устраивали акцию на площади у памятника Салавату Юлаеву. И у них тогда было порядка 100-150 человек. А вот проходит меньше года, и Башкорт собирает 2000 человек. Можно ли говорить о том, что эта организация, не знаю, становится уже другой? Или это здесь не про организацию вообще речь? Я думаю, что, ну, во-первых, хотя, да, формально организовывали это все Башкорт, но, безусловно, там были, еще раз я хотел бы повторить, подключены более широкие силы, которые, в общем-то, там разделяют и более широкие какие-то вот проблемы. Но, на мой взгляд, это не столько расширение, вот, собственно, влияния этой организации, сколько вот действительно изменение повестки, которое, еще раз повторяю, это изменение, это равновесие было нарушено все-таки действиями федеральной власти, ну, вот о чем мы уже говорили. То есть, собственно, год назад вот эти вопросы, ну, достаточно важные вот для учителей башкирского языка, для людей, которые разделяют национальные убеждения башкирского народа, они, в общем, не были настолько обострены. То есть, ну, собственно, какие-то такие символические вещи потихоньку ликвидировали, я имею в виду, там, изменение Конституции Республики Башкортостан, ограничение прав, передел собственности, там, исключение, значит, статуса президентства в Башкирии. Но когда вопрос затрагивает уже непосредственно людей, то есть вот эти символические вещи, все-таки они непосредственно не затрагивали, но когда вопрос идет о том, что это решение может привести к тому, что вы потеряете работу, или вам надо будет нести издержки, чтобы получать другую какую-то профессию, ну, то есть тут вопрос уже конкретный, семейный, денежный, экономический, вопрос экономического выживания. Безусловно, людей это куда больше волнует. Еще раз я повторяю, мне кажется, что вот тут как бы мы видим синтез и, с одной стороны, вот действительно ущемленного национального самосознания, но не меньшую роль играют именно вопросы экономики, которые вот тут очень болезненные для людей, особенно вот в сегодняшней ситуации экономической. Станислав, последний вопрос. Действия властей в этой истории с организацией митинга, с его проведением, какими они вам кажутся? Я напомню, что власти в итоге не согласовали эту акцию, и была даже попытка задержания организатора, предполагаемого, как думали власти, на самом деле он не был заявителем этого митинга, председатель организации Башкорт, и потом в итоге все-таки его задержали уже дома. Что это вообще такое? Ну, безусловно, я думаю, что тут мы наблюдаем, что власть вот немножко растеряна, она не знает, на самом деле, мечется, не знает, как поступать, то есть пытается, так сказать, использовать и кнут, и пряник. То есть, с одной стороны, мы видим указ главы республики о создании фонда поддержки башкирского языка, о системе грантовой поддержки родных языков. С другой стороны, вот такие какие-то меры запугивания. На мой взгляд, вот в целом, еще раз повторю, ну, с другой стороны, вот я бы сказал так, региональные власти вот не сами оказались в этой ситуации, то есть они не хотели спровоцировать эту ситуацию, то есть во многом это вот ситуация федерального тренда, и тут вот как бы региональная власть пытается как-то выкручиваться, и мне кажется, что в целом вот в этом вопросе
власти федеральные и региональные, может, тоже, да, допускают ошибку в том смысле, что они вот действительно пытаются в большей степени использовать кнут, чем пряник. А это вопрос, который требует совершенно другого подхода. То есть сначала пряник, сначала вы решите вопрос с учителями, то есть решите действительно вопрос популяризации башкирского языка. Вот действительно сначала создайте грантовую систему, то есть для того, чтобы сначала компенсируйте, в общем, эти возможные проблемы, которые люди будут иметь, а потом переходите, может, каким-то уже действительно таким миром, которые будут, последствия которых все-таки будут менее болезненны для этих людей, потому что предварительно все эти вопросы будут решены. Станислав, спасибо вам большое. Это был политолог Станислав Шкель. На связи с нами. Свое мнение по поводу прошедшего митинга в защиту башкирского языка он высказывал, а мы будем звонить другому политологу Аббасу Галямову. Надеюсь услышать тоже его мнение. Можно написать смс-сообщение, я к ним перейду после того, как мы послушаем всех экспертов. Номер +7 927 304 1051. И еще раз +7 927 304 1051. Дозвонились мы или еще пока нет? Еще пока нет, но, кстати, вот не хочу сейчас переходить к мнению политолога Дмитрия Михальниченко, потому что он большой, мне хочется прочитать его подробно. И вот, да, дозвонились мы до Аббаса Галямова, потом тогда прочитаю мнение Дмитрия Михальниченко. Аббас, доброе утро. Здравствуйте. По вашему мнению, вот то количество человек, которое пришло в субботу на площадь у Дворца спорта, это вот много или мало? Традиционный вопрос, который мы всегда задаем после всех митингов. Алло, Аббас, вы с нами на связи? Давайте еще раз попробуем дозвониться до него. Это я к нашему звукорежиссеру обращаюсь. Какие-то у нас неполадки со связью, видимо. Вот еще раз тогда напомню номер для смс-сообщений. +7 927 304 1051. И трансляция в Фейсбуке прямая и на Ютубе есть. Можно нас смотреть. Вот Аббас снова на связи. Давайте попробуем еще раз. Давайте попробуем. Да, традиционный вопрос, который мы задаем всем после митингов. Вот то количество человек, которые пришли на площадь Дворца спорта, это вот много или не очень много? Ну, в принципе, это не мало. С другой стороны, это, конечно, нельзя сказать, что какая-то революционная масса, да, и там, которая радикально сумеет изменить ситуацию, этого не будет. Вот. В конце концов, Уфа постепенно начала в последнее время привыкать к достаточно массовым протестным акциям. Как известно, Навальный вывел, в общем-то, больше 2000 человек 2 раза. Вот. Причем митинги тогда проходили в совсем неудобных местах, ну, например, в Затоне. Да, то есть туда специально надо ехать, и тем не менее вот больше 2000 человек. Ну, мне вот казалось, что Навальный это все-таки такой федеральный тренд, а здесь такая региональная проблема, так сказать, проблема башкирская и это искусственное разделение. На самом деле, ну, если людей волнует местная проблема, они выходят по поводу местной проблемы. Если их волнует проблема федеральная, они выходят по поводу федеральной проблемы. То есть я к тому, что митинговать, протестовать против действий властей, в принципе, это перестает быть некой экзотикой. Есть, в принципе, а вам понятно вот те требования и цели, с которыми выходили митингующие? Вот у нас в эфире не так давно был общественный деятель Азамат Галин, и он говорил, что, по его мнению, тут вопрос даже не столько сохранения башкирского языка, сколько организаторы хотели показать, что мы вообще-то вот титульная нация, и нужно с нами считаться здесь, в Башкортостане. Ну, в общем, да, конечно, сам по себе башкирский язык – это всего лишь повод для того, чтобы заявить о своей субъектности, о том, что мы претендуем на некое политическое представительство. Удачная ли форма, по вашему мнению, выбрана? Ну, выбора-то не было у них, поэтому, в общем-то, из того варианта, какой был, молчать, либо выходить на улицу, но они выбрали вот второй вариант, поэтому достаточно удачно из того ограниченного выбора, повторюсь. У них же нет возможности там учредить, например, партию и принимать участие в выборах. Ну, вот. Поэтому, ну, раз ты не можешь участвовать в легальном политическом процессе, приходится заниматься вот такими несистемными вещами, как уличный протест. Аббас, вы знаете, вот есть мнение, я читала его, когда вообще смотрела, что пишут по итогам этого митинга, что на самом деле этих людей, ну, там, просто используют для того, чтобы каких-то политических целей добиться, ну, и яркая антихамитовская риторика, якобы тому подтверждение. Ну, я думаю, слово «использовали», оно такое несет негативную нагрузку. Вроде как они такие невинные
овечки, они хотели там за Хамитова помитинговать, а их обманули и там заставили митинговать против Хамитова. Да, ну, они взрослые люди, они понимали, куда они идут, они понимали, что мероприятие протестное, и вряд ли там будут выражать восторги по поводу действующей власти. Поэтому я не думаю, что вот тут надо употреблять такое слово, как использовали. Нет, это осознанный протест этих людей, в общем-то. А для власти это митинг неудобный, неприятный или в принципе? Конечно. В общем-то, это очевидно свидетельство о том, что власти не справляются с ситуацией, причем в таком деликатном вопросе, который в России традиционно считается деликатным. Власти не справляются, и все это видят. Но смотрите. Проблема же не в этих 2000 людей, которые вышли, а проблема в тех 200 тысячах, которые об этом узнали, которые теперь знают, что башкиры недовольны. Этот митинг был не согласован, да, формально он был не согласован, тем не менее власти не стали, например, никого задерживать, как могли бы. Мы видели на митингах в Москве сторонников Навального, как их жестко задерживали. Вот это что? Такая особенность региональной уфимской власти? Надо же понимать, что силовики – это федеральная структура. Поэтому проблемы губернаторов Хамитова в данном случае их не сильно волнуют. Когда Навальный протестует против Путина, это совсем другое дело. Это угрожает, так сказать, основам режима. Но здесь же тоже и против Путина, и против высказывания Путина, и позиции Путина по языковому вопросу. Но это не было заявлено в качестве главной темы. Это все, там спонтанно возникало, но не более того. В принципе, это протест против Хамитова был. И силовикам, в общем-то, их это не сильно пугает, не сильно смущает. Понятно. Аббас, спасибо вам большое. Это был Аббас Галямов, политолог. Мы говорили с ним о прошедшем митинге. Я сейчас тогда давайте коротко прочитаю мнение политолога Дмитрия Михальниченко, и мы с вами запустим... Нет, давайте сначала запустим голосование, потому что мы хотели 2 голосования запустить, иначе не успеем. Но вот смотрите, есть мнение о том, что... все это может быть на самом деле для раскачивания политической ситуации, для раскачивания антихамитовской повестки. Политолог Станислав Шкель считает, что не может быть чего-то одного, что здесь все и сразу. На ваш взгляд, по вашим ощущениям, чего в этом митинге больше? Вот использование языкового вопроса для, так и назовем, для раскачивания вот этой антихамитовской повестки 262, 72, 47, или реального возмущения по поводу того, что башкирский язык не обязателен для изучения, он по выбору, и вообще, да, вся вот эта история 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. На ваш взгляд, чего в прошедшем митинге больше? Вот антихамитовской повестки, желание просто раскачать вот эту ситуацию политическую, 262, 72, 47, или реального возмущения по поводу того, что там притесняют учителей башкирского языка, что башкирский язык теряют в своей статусности, 262, 72, 48. Прочитаю мнение Дмитрия Михальниченко, который анонсирую уже просто весь эфир сегодня. Башмедиа опубликовал, что он говорит. Ошибкой митингующих считаю проведение митинга в моноэтническом формате. На митинге практически не было представителей других коренных этносов республики, а их позиция, полагаю, значительно отличается от позиции митингующих. Кстати, сами митингующие с удовольствием воспользовались демократизмом властей, явно не пожелавших разгонять митинг и героизировать его организаторов, но сами оказались не готовыми быть демократичными. Основная идея митингующих в том, что башкирский язык должен быть обязательным для изучения вне зависимости от желания и нежелания детей и родителей. В навязывании я усматриваю прямое игнорирование прав граждан и покушение на конституционный устой государства. Полагаю, в ближайшее время политика властей и надзорных органов изменится в сторону ужесточения и недопущения политизации этнокультурных вопросов в республике. Слишком уж явным, мне кажется, желание некоторых игроков политизировать этнокультурные вопросы в многонациональной республике. Такие действия напрямую затрагивают вопросы национальной безопасности. Это мнение Дмитрия Михальниченко.
Мельниченко. Я напомню, номера для голосования 262 72 47. Вам кажется, что в этом митинге, прошедшем, больше все-таки использования языкового вопроса для раскачивания политической ситуации, для раскачивания антихамитовской повестки? В общем, политики здесь больше, чем реального возмущения ситуации. 262 72 47. Или нет, это просто вот эмоциональная реакция людей, которые живут в Башкортостане, знают башкирский язык и считают оскорбительным, когда другие люди не хотят, в общем, уважать, да, то, что они живут в Башкортостане, то, что башкирский язык является государственным. Это, по их мнению, 262 72 48. Руслан, у вас какие впечатления от этого митинга? Ну вот мы услышали политологов, я здесь большей частью с ними согласен. Наверняка среди организаторов, среди идейных вдохновителей, скажем, митинга все-таки у них, наверное, 50 на 50 хотя бы, да, то есть это и вопрос действительно языка, и вопросы общеполитические, да, вопрос оппозиционности к текущим нашим властям. А вот среди тех, кто пришел туда, скажем, добровольно, да, это люди, вот мы говорим, семьи с детьми там, и так далее, там, скорее всего, все-таки превалировала именно непосредственная идея, да, то, за что призывали, то есть за защиту башкирского языка. Вот. Я, конечно, сам лично здесь, если про голосование говорить, то сторонник первого варианта. Вот. А что касается вообще самой проблемы, которая возникла, здесь я, опять же, со Станиславом Шкелем соглашусь, что ситуация спровоцирована в том числе федеральным центром, и сейчас местные власти в некой растерянности находятся. С одной стороны, перегибать палку и закручивать гайки не хочется, с другой стороны, ситуацию выпускать тоже не хочется. Да? Вот есть свидетельство, что органы прокуратуры даже приходят в дома к людям и спрашивают, а насколько добровольно они подписывали заявление о изучении башкирского языка или не изучении. Одним словом, проблема сохраняется, и наверняка ее решение только впереди. Тетя Роза нам пишет: грубость и неделикатное отношение, подход властей возбудили защитную реакцию о защите языков. Я вот все СМС-сообщения не успею прочитать, прошу прощения, но вот тут обращать внимание, никого не смутило, что после мирного митинга кричали «Аллах Акбар». Я не слышала на митинге «Аллах Акбар». Может быть, когда я уже ушла, это кричали, но я здесь не могу это подтвердить, извините. Мы будем подводить уже итоги голосования. Жалко, конечно, что мы его так поздно запустили. Я думаю, запустили бы пораньше, больше бы успели проголосовать. Тем не менее, мы вас спрашивали, чего, на ваш взгляд, в этом митинге больше? Это использование языкового вопроса для раскачивания политической ситуации в республике? Или это реально эмоциональная реакция просто на то, что происходит с языковым вопросом? Просто желание людей выйти и показать свою позицию, свое мнение высказать. 60/40 такие результаты. Большинство наших радиослушателей склоняются к первому варианту, что это попытка раскачать политическую ситуацию, и 40% считают, что здесь все-таки больше, в общем-то, реального возмущения по поводу происходящего. Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, и сегодня в «Персональный ваш» с Андреем Потылицыным, координатором движения «Открытая Россия», мы это обсудим, и, наверное, в течение недели так или иначе в эфирах тоже об этом будем говорить. Мы будем завершать «Уфимский разворот». С вами были Руслан Валиев и Дарья Кучеренко. И Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Всего доброго, до свидания. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно. 8 утра в Москве, в студии